Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что происходит между вами? Это пауза или уже разрыв? Загадайте, пожалуйста, на себя и на интересующего вас мужчину. И давайте посмотрим. Пауза или разрыв? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, несмотря на то, что вы сейчас не вместе, здесь вышло большое сердце на двоих. Сердце немножко потрепанное, сразу говорю, потрепанное обидами, претензиями, невысказанным чем-то, потрепанное, как пробитое. Мужчина из-за этого разрыва, из-за того, что вы сейчас не вместе, чувствует себя несчастным, чувствует себя жертвой и всю вину за то, что произошло, перекидывает на вас. Ищет утешения с какими-то друзьями. Скорее всего, там друзья, алкоголь, гульки и прочее. Но чем больше он утешается, в кавычках утешается, тем хуже ему становится. Знаете, он в таком состоянии, что, возможно, и плачет. Плачет, когда никто не видит по вам, потому что он потерял, да, любовь потерял, счастье потерял, нежность потерял. Но при этом строит из себя жертву. Он прям уверен, что он ни при чем, это все вы, да, это все ваш противный характер, это вы такая взбалмошная, обидели мальчика. Ну, в общем, гуляет. И, скорее всего, в момент, когда мы делаем эту отсыпку, мужчина навеселе. Ну, это так, мягко вам говорю. Да? Скорее всего, ножки уже его не держат. И голова кругом идет от выпитого. Так, что касается вас. Вы тоже на него обижены, вы тоже считаете, как он считает, что вы виноваты, так и вы считаете, что он виноват. У вас очень много претензий к этому мужчине. И каждая из ваших претензий, она вот четкая, верная и оправданная. То есть вы не любите тень на плетень наводить, вы трезво оцениваете ситуацию. Ах, смотрите, в отличие от мужчины, который ушел во все тяжкие, вы наоборот, вы подогреваетесь этой злостью на него. Вы не страдаете, вы не рыдаете, вы не рвете на себе волосы. Вы, наоборот, вот в таком боевом состоянии находитесь, как сгруппировались, готовы к любым вызовам. Но вы молодец, вы умеете себя держать в руках. Конечно, вам больно от того, что вы не вместе. И, конечно, вы тоже вспоминаете все то хорошее, что было между вами. Но вот оно, сердце, это же любовь взаимная, сильная любовь. Переживаете вы, жалко вам даже в какой-то степени его, потому что он как дурачок поступает, но и себя вам тоже жалко. Но вы держитесь, вы молодец. Плюс я вижу что за вами какую-то поддержку серьезную в лице либо семьи вашей, либо каких-то верных, ну, не знаю, друзей, подруг, да, которые прям вас очень хорошо поддержат, правильно, кстати, поддержат. С психологической точки зрения здесь очень мощная, хорошая такая капитальная поддержка вам идет. А вот с его стороны, его друзья, наоборот, во все тяжкие его вот прям за руки, за ноги и затаскивают. Это какое-то глупое, дебильное, я бы даже сказала, поведение. Несмотря на то, что мужчина ушел во все тяжкие, смотрите, у него в голове какая-то странная конструкция сложилась, что якобы вы должны признать свою вину, знаете, как босая по снегу прийти, да, на коленях приползти и попросить у него прощения. Ну, по крайней мере, он почему-то этого очень сильно ждет. Но, видя ваш характер и ваш настрой, я думаю, что он этого не дождется. Навряд ли вы станете это делать. Да вам просто банально ваша гордость не позволит этого сделать. Но не заслужил он этого, просто не заслужил, чтобы вы перед ним еще и кланялись, да, еще и прощения просили. Нет. Так вы никогда не поступите. И вот он ждет этого момента, он его ждал с первого дня вашей ссоры и ждет по сей день. Знаете, как дни даже считает. Да, сколько дней прошло, а вы все не ползете и не ползете. Ну как же так?
Чего же вы не ползете? Он же такой прекрасный, он же такой желанный. Тут прямо расхватают его по кусочкам голодные женщины. Ну, что-то не хватает. Не хватает. Вы знаете, у него какой-то сейчас даже взгляд вот затравленный, такой, знаете, тусклый, как глаза потухли у него. Хоть он и хорохорится, но глаза у него потухли. Потому что вас ему не хватает. Вы давали ему этот свет, вы давали ему это сияние глаз. А сейчас видите, как произошло. Так, еще, девчонки, он каждый день просматривает телефон, просматривает от вас, вот что-то ждет. Да? Может быть, какую-то фотку, может быть, какой-то смайлик. Отслеживает ваши социальные сети на предмет появления нового мужчины, да? На предмет появления угрозы. Просматривает с замиранием сердца, когда видит, что ничего нет, прям, знаете, облегчение чувствует. Ему очень хочется перервать вашу эту разлуку, паузу, закончить этот ваш раздор. Хочется яркого, страстного примирения, прям нуждается. Вы, кстати, ему снитесь в эротических снах. Да. Ох, девочки, если бы вы могли заглянуть в его сны, ой-ой-ой, что там происходит. Вот. И он прям, знаете, как мечтает, желает целый день поскорее заснуть, чтобы вас увидеть во сне. Так, еще что вы должны знать? Вы должны знать, что ваша ссора, она не на пустом месте случилась. Здесь какой-то очень черный энергетический посыл был на вашу пару. Не конкретно на вас, не конкретно на него, а на вашу пару. Ну, как в простонародье говорят, вас поглазили. Поглазили именно вашу пару. Вот кому-то вы показались уж слишком там влюбленными, уж слишком там идеальными, красивыми, счастливыми, да, и человек сказать: ах, почему у меня такого нету, ах, какие они счастливые, ах. И вот произошла ссора, как негативчик поймали, как по черным покрывалам этого негатива оказались. А поскольку вы оба горячие, вздорные, неуступчивые, ну вот и ссора произошла. Незапланированная ссора, абсолютно незапланированная, и не должна она была быть на самом деле, если бы не этот сглаз. Я бы вам, девочки, знаете, что посоветовала себя почистить, себя вот в первую очередь, во вторую очередь почистить свое жилье, и в третью очередь, например, пойти за мужчину свечечку поставить за его здравие. Это было бы хорошо, это бы помогло. По крайней мере, последствия этого сглаза, они бы быстрее ушли. Так, что касается вас, вы ни на кого не хотите смотреть. Была у вас мысль найти себе другого мужика в отместку ему, но вот не хотите ни на кого смотреть, ни на кого глаз не падает. Хотя красивые мужчины, достойные вокруг вас ходят. И есть вот один мужчина, который прям совсем уже еле-еле себя сдерживает, прям влюбленный в вас, причем влюблен уже давно. Для этого мужчины как будто бы дорожка открылась к вашему сердцу. Но поскольку вы такая вот на взводе сейчас ходите, знаете, электричество от себя отбрасываете в разные стороны, этот мужчинка, да, он побоится подойти, ну, будет дальше вас так любить на расстоянии. Да и вы не настроены на новые отношения. У вас такой микс из злобы и обиды, и в то же время тоски по вот загаданному идет. Смотрите, я вижу, что между вами сейчас пауза. Это не окончательный разрыв, это именно пауза. И эта пауза закончится в какой-то большой праздник, большое празднование. Это может быть день рождения, его либо ваш. Это могут быть, там, банально, Новый год может быть, какие-то другие праздники могут быть. Вот именно в большой праздник это все заканчивается. И закончится это именно тем, что вот этот вот гордый, горделивый товарищ сам первый пойдет на какие-то шаги и действия. Даже не просто пойдет, побежит. Он настолько истоскуется по вам, он настолько впадет в эту любовную хандру, у него такой дефицит по вам начнется, что будет просто бежать. Пятки будут сверкать, бежать в вашу сторону и настойчиво требовать, чтобы вы помирились. Да, не просто просить, требовать. Вот миримся и все. Ты моя, а я твой. Вот никуда тебя не отдам, не отпущу. И вот он я, делай со мной что хочешь. Вот никуда не уйду. Такой будет момент. Вы сначала обалдеете от его наглости,
Ну, а потом куда деваться, девчонки? Простите, конечно, простите, потому что вы его тоже любите. У вас одно сердце на двоих. Хоть и потрепанное в сегодняшнем дне, но оно одно, оно большое, и оно на двоих. Примирение здесь 100% будет. Он еще вам что-то будет дарить. Щедро будет, кстати, девочки дарить. Если он у вас такой жадненький, здесь раскошелится по полной. Какой-то праздник вам устроит, веселье вам устроит. У вас, как, знаете, медовый месяц начнется. Все еще будет, все будет замечательно. Так, мои хорошие, кто подозревает мужчину в измене, что он там с какой-то женщиной загулял, во-первых, я этого не вижу, а во-вторых, никаких чувств у него к другой женщине в помине не было и нет, только вы. Ну вот оно, одно сердце на двоих. Там, если какие-то мелькают, то там ничего нет. По крайней мере, чувств точно нет, они все пустые, одноликие. Так, а что вы еще должны знать? Вы должны знать, что вы, во-первых, не просто так встретились, не просто так познакомились, и не просто так друг друга, грубо говоря, воспитываете. Да, потому что вы действительно друг друга воспитываете. Благодаря этому мужчине вы станете более сдержанной, более принимающей и, возможно, даже в какой-то степени, знаете, как учительница, да? Толерантной. Вот. А что касается мужчины, то он будет всегда вдохновляться вашим острым умом, вашими бойцовскими качествами, силой вашего характера и вашей настойчивостью. Не, ну вы пара хорошая. Вы пройдете все эти притирочки, вы их обязательно пройдете. А как совет я могу вам рекомендовать поставить защиту на себя и на свою любовь, на своего любимого. Девчонки, это может быть как молитва, так и оберег. Не пренебрегайте такими средствами, поверьте, они действительно работают и служат. И самый лучший оберег – это оберег, который вы сделали сами на базе своих чувств, любви и сердечной привязанности. Это лучше всего работает. Вот, так что берите, делайте, пробуйте. Защищайте свою любовь, защищайте свое счастье. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.